Родной язык – это характер народа, его память, история и духовное могущество. В нем отражаются обычаи, традиции, быт народа, ум, опыт и красота. Родной язык – это душа народа. На звуки родной речи отзываются тончайшие и нежнейшие струны души. Родной язык – это визитная карточка любой нации. Для того, чтобы его сохранить, нужно на нем говорить. Чувашский язык относится к древнейшим языкам. Он прошел огромный исторический путь как во временном, так и в пространственном отношении. Это единственный живой представитель булгарской ветви, одной из двух крупных ветвей тюркской языковой семьи. Впервые предположение о тюркском происхождении чувашского языка было высказано немецким востоковедом Юлиусом Клапротом в 1828 году. Чуваши, как и многие другие народы с древней культурой, в далеком прошлом пользовались своеобразной графикой, сложившейся в форме рунического письма восточного древнетюркского типа, восходящего к арамейским и персидско-арамейским письменам. Согласно исследованиям крупного ученого в области археологии и этнографии Василия Каховского, предки чувашей долгое время именовались савирами. В персидских и арабских источниках – суварами. Сувары-булгары принесли руническую письменность в Волгокамье и Среднее Поволжье. Чуваши явились прямыми последователями культуры раннего государства на Волге – Волжской Булгарии. Изначально предки чуваши, которые пришли сюда через от окрестностей Китая, Монголии, через Кавказ, по Волге поднялись сюда, изначально они пользовались письменностью рунической, восточного типа. Позже, когда эта письменность была вытеснена другими письменами, другими уже вариантами, она перешла в разряд чувашской вышивки. Если вы интересуетесь чувашской вышивкой, то знаете, что каждый знак что-то значит. То есть это были раньше руны. В народе рунические письмена были распространены очень широко, воспроизводились на различных предметах, материалах и в различной технике. От сувара-булгарского наследия уцелело лишь небольшое число предметов с руническими письменами. В современной жизни они напоминают о себе в чувашской вышивке. Чувашская вышивка – не просто украшение одежды и предметов обихода. Узоры несут зашифрованную информацию, их можно читать. По одежке встречают, не зря говорят. По вышитым узорам на одежде жители Чувашии понимали, что за человек перед ними, откуда он, из какого рода племени, каков его социальный статус. По родовым знакам можно было прочитать программу развития рода, к чему стремятся его представители и что хотят передать. Даже в чувашских народных песнях есть такие строки. «У этой рубахи до пят подол и рукав писанные. Я прочитал на подоле, нам пора уезжать домой. Прочитал я на рукаве, нам завтра приезжать опять». Известно, что чуваши пользовались знаками родовой или личной собственности – тамха, в область которых перешли многие руны. Они имели широкое распространение в хозяйственно-культурной деятельности народа, использовались в качестве личных подписей при оформлении письменных документов и применялись вплоть до начала XX века. Также хочется обратить внимание еще на один наш экспонат. Это деталь шульгеме, деталь женского украшения с рунической надписью. Она была найдена в Мартыновском могильнике на территории Козловского района Чувашской Республики. Здесь рунами выведена надпись «Это украшение помни Яцулу тебе». Это послание адресовано любимой женщине, знак преданности и уважения. Народы верили, что руны любви могут помочь в сердечных делах. В результате проникновения ислама в жизнь Волжской Булгарии и внедрением арабской культуры руны были вытеснены из повседневной жизни, а затем и из культуры народа. Среди населения преобладала письменность на основе арабской графики, о чем свидетельствуют надписи на могильных памятниках конца XIII – начала XIV веков. Вообще чувашскую письменность делят на несколько периодов. Я бы, не вдаваясь в детали подробно, сказал бы, что выделяется всего 3 периода. Здесь на выставке, вот здесь вы можете посмотреть
как раз сережку с рунической письменностью, женскую сережку. Естественно, здесь на стендах представлены и система счета, письма руническая, есть алфавиты, архоно-енисейская письменность мы называем. Это все очень, скажем так, объемный большой материал, и для этого я считаю, что требуется очень серьезное исследование. 200-летнее господство монголо-татарских завоевателей привело к резкому культурному упадку волжских булгар, и даже письменность их была забыта. Процесс формирования чувашского народа завершился в 15-16 веках. С этого времени этноним «чуваш» твердо входит в русские летописи. Ранние памятники чувашской письменности на основе русской графики известны с 30-х годов XVIII века. Это были рукописные двуязычные и многоязычные словари, составленные сотниками и дьяками. Первым по времени стихотворением, написанным на чувашском языке с использованием русской графики, считается «Ода царицы Екатерине II» по случаю ее приезда в Казань в 1767 году. Автор произведения неизвестен. Подписано оно от имени чувашских детей, обучающихся в Казанской новокрещенской школе. Оно звучит так. Пельмес тебір ибир, темень парас парне, сана чибир патша, паромурын анне, юратны жын пере, пельмес тебір хальчень, турра, хуже шүлде, пельзень ыдах чеджень, памалық шавын жын немех щук, чонанжах, парне вырынне полдыр волда, эппин санах. В 1769 году в типографии Петербургской академии наук была отпечатана первая грамматика чувашского языка. С этого момента в научных кругах принято отсчитывать старый период чувашского письма. Авторами считаются миссионер и переводчик Ермей Иванович Рожанский и архиепископ Казанский и Свияжский Вениамин. В этой книге звуки чувашского языка обозначались 34 буквами, из них 31 из русского алфавита, 1 буква «G» из латинского, а 3 созданы по образцу буквосочетания в российской грамматике Михаила Ломоносова 1755 года. Серьезный этап развития старой чувашской письменности связан с именем Николая Ивановича Золотницкого, который выпустил букварь для чувашских школ «Чуваш-книге». Он издавал календари на чувашском языке «Солдалык-книге». В честь первого чувашского календаря Национальная библиотека Чувашской республики ежегодно издает календарь знаменательных и памятных дат «Чулдалык-книги». Старочувашская письменность подняла до уровня литературного верховой диалект чувашского языка. Однако утвердиться ему помешало несовершенство системы графических знаков. Основной ее недостаток – отсутствие точной передачи звучания чувашской речи, чему мешало в первую очередь отсутствие научных знаний о фонетике чувашского языка. Самое верное решение – это алфавит русский. Живем в России, Российской империи. Естественно, что многие народности сначала делали письменность, организовывали именно на основе российского алфавита. Новая чувашская письменность связана с именем великого педагога-просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Он не просто записал на бумаге многовековую мудрость древнего народа. Он смог передать всю красоту звучания чувашского языка в простых символах. Именно он и его сподвижники создали алфавит, учитывающий фонетические особенности чувашской речи. Мы называем новой чувашской письменностью, потому что к 1870 году уже была сложившаяся практика. И то, что изобрели Иван Яковлевич и его сподвижники, в корне отличалось от того, что до этого было. Чувашию надо поднять на тот уровень, в котором находятся другие народы. Вот эта цель он начал осуществлять, ставшись уже студентом Казанского университета. Первый чувашский алфавит включал 47 знаков. На его основе составлен букварь, представленный на утверждение к печати 15 ноября 1871 года. Именно с этой даты ведется отсчет 150-летию новой чувашской письменности. Как первая народная книга, она отражала многие стороны духовной жизни чувашского народа – быт, нравы, религию, образцы устной словесности. Затем Яковлев максимально усовершенствовал чувашский алфавит, оставил 25 букв, а для обозначения специфических звуков чувашского языка еще раньше ввел «щ» и «ю», теперь же добавил «э» и «э», заимствованные из немецкой транскрипции. Этот вариант оказался окончательным, продолжает жить и поныне, и вошел в историю как алфавит Яковлева. Вначале они все звуки обозначали, поэтому 47 букв было в первом варианте, а в последнем, в третьем варианте 25 букв только осталось. Все буквы соответствуют чувашским фонемам. Лучше такого алфавита, чем вот этот вариант
нигде не найдешь. Откуда появились специфические 4 чувашские буквы? По этому поводу мой учитель Николай Петрович Петров, профессор, доктор филологических наук, проводил специальные исследования. У него была даже статья по этому поводу. Он утверждал, что Иван Яковлевич Яковлев знал много языков, европейских языков, и он свои буквы, некоторые буквы заимствовал из болгарского языка и некоторых других. Он очень хорошо изучал латиницу, европейскую письменность, и пришел к такому выводу, что вот диакритические знаки над соответствующими буквами будут очень уместны. Иван Яковлевич Яковлев, я считаю, что для своего времени был, честно говоря, гениальнейшим человеком. Значительный вклад в совершенствование чувашских букварей внес классик чувашской литературы, замечательный художник, педагог и переводчик Константин Иванов. Благодаря его многогранному творчеству в 1912 году был издан новый букварь для чуваш с присоединением русской азбуки для совместного обучения чтению и письму, с рисунками и образцами письма. Старая чувашская письменность и новая, потому что новая она и есть та самая письменность, которой мы пользуемся. Здесь все просто. Еще в 1868 году, будучи учеником Симбирской классической гимназии, Иван Яковлев открыл первое педагогическое учебное заведение чувашского народа – Симбирскую чувашскую школу. Именно здесь зародилась национальная письменность, появился первый букварь, были заложены основы литературного языка. Основное мнение, основной упрек – это то, что якобы Иван Яковлевич пытался приблизить чувашский народ к русскому языку настолько, чтобы он слился воедино. Тем временем создание собственного алфавита, совершенствование письменности, издание книг на общедоступном литературном языке и введение этого языка в начальное обучение в школах вызвали коренные изменения в народном просвещении. Все это служило фундаментом для социально-экономического преобразования Чувашского края, культурного развития и национального возрождения чувашского народа. Николай Иванович Золотницкий, Иван Яковлевич Яковлев, Николай Иванович Ашмарин, Михаил Романович Федотов, Виталий Иванович Сергеев, Иван Андреевич Андреев. Велика заслуга каждого из этих ученых в становлении чувашской письменности. Ашмарина Николая Ивановича считают основоположником чувашского языкознания. Он заложил основы описательной, сравнительно-исторической грамматики чувашского языка, исторической диалектологии, лексикографии, топонимики и антропонимики. Его научное наследие в целом определяет пути развития чувашской филологии XX века. Следующий этап развития чувашской письменности связан с изменениями, внесенными в яковлевский алфавит после революции в советскую эпоху. Алфавит Ивана Яковлевича Яковлева, он просуществовал 60 лет. Большие изменения были. Уже внесли русские буквы Б, Г, Д, Ж, З, Ц. Вот с этого начинается уже двусистемное письмо, так называемое чувашской письменности. И сейчас до сих пор считается, что чувашская письменность, она двусистемная. И орфография считается, чувашская орфография двусистемная. Оказалось, что наоборот, людям это было очень трудно. Поэтому с 1933 года начинается переход на русскую письменность, русские буквы появились в алфавите. Определенным витком в развитии чувашской письменности стало создание чувашских шрифтов художником Элли Михайловичем Юрьевым. Он был единственным графиком, который долго и основательно занимался разработкой чувашских шрифтов. Элли Юрьев был и выдающимся геральдистом. Его шрифты запечатлены в государственных символах Чувашской республики. Вот эти наши символы, которые он разработал, они очень многослойно-смысловые. И вот кто изучает теперь уже эти символы, они находят какие-то новые смыслы, которые сам автор еще и не вкладывал. Но, наверное, в этом-то и есть загадка этих символов, которые так притягательны, так узнаваемы и так интересны. Супруга Элли Юрьева Галина Алексеевна вспоминает, что уже в студенческие годы Элли Михайлович много трудился. Работал и в графике, и в живописи, был шрифтовиком, иллюстратором, книжником, геральдистом. На первый взгляд кажется, что все вразброс, но работало это все на одно – на искусство Чувашии. Стремлением Элли Михайловича было развить и поднять искусство чувашского народа. Чем привлек, конечно, человек именно своими творческими порывами, интересами многогранными. Интересу к городу, интересу к людям, интересу ко всему окружающему. Вот это было, наверное, отличительной чертой, и поэтому его
творчество как таковое очень многогранно. И, наверное, он хотел охватить необъятное. С начала 90-х годов XX века основой для проведения языковой политики в Чувашии стали Конституция и Декларация о суверенитете Чувашской республики, которые закрепили два государственных языка – чувашский и русский. Закон о языках расширил сферу его использования. Чувашский язык изучают в общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведениях республики. В августе 2018 года изучение родного языка в школе перестало быть обязательным. В Федеральный закон об образовании в Российской Федерации были внесены изменения, которые позволили школьникам по заявлению родителей выбирать в качестве родного языка русский язык. В результате объемы преподавания этнических языков уменьшились. Примерно тогда же, когда изучение в школе национальных языков стало необязательным, президент страны Владимир Путин, выступая на образовательном форуме в Пятигорске, призвал возродить программу сохранения национальных языков на современной основе. 19-й год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных народов. Причем одним годом ЮНЕСКО не ограничилось. Уже объявлено, что десятилетие с 22 по 32 годы будет Международным десятилетием языков коренных народов. Что вы сказали? Здравствуйте! От калмыцкой земли большой привет! В 2020 году в Чувашской республике приняли государственную программу по сохранению, изучению и развитию чувашского языка. Уроки в школах, специализированные классы, лингвистические клубы, методические сессии, воркшопы и литературные вечера – все это активно внедряется в жизнь. Именно в республике довольно большое внимание уделяется изучению родного языка. Неплохо обстоят дела с учебно-методическим сопровождением изучения родных языков. Есть программы, есть учебники, а главное, есть классы, в которых изучается родной язык. Внедрение языка в сферу компьютерных и интернет-технологий дает возможность читать на родном языке новости, художественную и специальную литературу, а также обмениваться данными, общаться посредством электронной почты и мессенджеров. Выросла, если забраган изинчень, перейдя ямар, то вышларахта бума булдарак пектуинат. Шепа чималдан шак ебала хорадача, чувашла ерца пумала хората марчиндишин забула, шешинсни кирли деза, анжахта алла илза хамара, бір ушрмар шака аккаунда партия. В начале 21 века с целью вывода чувашского языка в электронное пространство были установлены коды чувашского алфавита в Юникоде. В 2002 году определены коды для 4 чувашских букв, 8 компьютерных символов А, Э, Щ, Ю. Были сформулированы компьютерные термины на чувашском языке, разработаны программы, позволяющие писать на компьютере по-чувашски. Появилась возможность отображать чувашский текст в устройствах Android. Созданы средства проверки орфографии чувашского текста. Буква. Но это как символ Чувашии. Она символизирует чувашскую письменность. Назрело, наверное, такое время, когда мы должны задуматься о сохранении родного языка любого народа. Русского, чувашского, татарского. Главное – сохранить свой народ. То есть свой родовой национальный код. Родной язык, он начинается с языка матери, с первого слова «не». Эней, по-татарски «мама». Важным шагом в цифровизацию чувашского языка стало создание в начале 2020 года сервиса Яндекс.Переводчик. Для этого разработчикам пришлось собрать небольшой параллельный корпус из более 250 тысяч примеров фраз на чувашском и русском языках, обучить на нем нейросеть. Затем обогатили полученную модель данными из родственных языков. В арсенале сервиса на сегодняшний день их 100. Забыли о том, что язык – это прежде всего коммуникация. То есть это инструмент общения. Если человек не изучает язык, он, значит, и не использует его, он, значит, сужает круг общения, он сужает кругозор. Потому что язык – это тот самый предмет, тот самый инструмент, который позволяет нам раздвигать горизонты. Чувашская письменность прошла долгий и тернистый путь, преодолела немалые трудности, чтобы дать возможность свободно общаться на родном языке. Воспринимать и передавать знания, используя родную речь, продолжать дело великих предшественников. Ежегодно в апреле мы отмечаем День чувашского языка. Мы имеем возможность смотреть фильмы и спектакли на чувашском языке. Ну а наша обязанность – сохранять и развивать такой богатый и такой интересный чувашский язык.
Родной язык соединяет современную жизнь с предками. Разговаривая на родном языке, мы становимся частью нашего народа. «Заговори, чтобы я тебя увидел», — сказал когда-то Сократ.